Где находятся наркотические средства? Где? Вот здесь вот в этом бардачке в маленьком. Он сам указал, где искать запрещенные вещества. Volkswagen автоинспекторы для обычной проверки документов остановили на трассе М7 недалеко от развязки с Горьковским шоссе. Предъявить мужчина ничего не смог, документов у него не было. Состояние самого водителя говорило, что и в этот раз он сел за руль нетрезвым. Расширенные зрачки, замедленная речь, плохая координация движений и отсутствие запаха алкоголя – признаки наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД предложили мужчине проехать в больницу на медицинское освидетельствование, но он не захотел. Отказаться от досмотра машины мужчина не мог, хотя этого бы, наверное, очень хотел. Но выхода не было, и он показал, где лежат наркотики. Вещество белого цвета. Еще 2 пакетика с синими. Еще где? Все. Все, только там, да? Но полицейские ему не поверили и под пассажирским сиденьем нашли куда больше. И если за рецидив вождения в нетрезвом виде мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, то за незаконное хранение наркотиков в крупном размере закон предусматривает уже до 20 лет заключения. И на свободу мужчина теперь может выйти к своему 60-летнему юбилею. Рамиль Шайдуллин, вызов 112.